подростковом возрасте зарабатывание денег играет огромную роль. Всем хочется гулять, всем хочется развлекаться, и зачастую родители просто не разговаривают об этом, как зарабатываются деньги. Как минимум нужно рассказать подробности своей работы. Что делает, сколько делает родитель для того, чтобы заработать вот такую вот сумму денег. Соответственно, это первое. Второе, конечно, это разговоры о кибербезопасности, потому что помимо подработок в интернете есть очень много мошенников и очень много опасных видов подработок. Это связано и с незаконным оборотом наркотиков, это связано и с незаконным оборотом денежных средств, то есть финансовые махинации. Если ребенок хочет устроиться на работу, соответственно, нужно говорить об ответственности, предусмотренной за те или иные виды подработки. Но это не значит, что нужно запрещать детям в принципе работать в интернете, потому что есть и безопасные виды подработок. Как минимум это копирайтинг, рерайтинг, например. Если предложили быть курьером, предложили высокую зарплату, то есть большая вероятность того, что это именно связано с распространением наркотических веществ, что карается законом и карается очень серьезно. Если кто-то пишет с какого-то аккаунта, можно и нужно в первую очередь исследовать этот аккаунт на предмет реальности фотографий, соответственно, посмотреть на информацию, которая выложена на аккаунте, как давно, например, выкладывались какие-то посты. Если эта страница абсолютно пустая, то очень странно было бы этому верить. Соответственно, следующие звоночки – это усиленное давление. И когда начинают рассказывать не о сути работы, а о том, что после этого вы сможете ездить на море, вы сможете купить себе все, что можно, вы будете счастливы. Следующий звоночек – это отсутствие официального трудоустройства. Понятно, что с детьми это гораздо сложнее, но тем не менее. Если обращаются к подростку и не просят разрешения родителей, это весьма странно. То есть если что-то делать нельзя, вы расскажите, как можно. Потому что если действительно ребенок хочет зарабатывать, почему нужно его ограничивать? Просто нужно найти тот вид заработка, который будет интересен и безопасен. Тем более, что возможностей в интернете сейчас достаточно много.